Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, учитель! Здравствуйте! Сегодня у нас открытый урок музыки. Я очень рад вас сегодня видеть. Вы в хорошем настроении, бодрые и веселые. Давайте поздоровайтесь друг с другом и поприветствуйте наших гостей. Садитесь. Ребята, на прошлом уроке мы изучили тему народная музыка. Давайте вспомним, а какую музыку мы называем народной? Азизова? Это фольклор, музыкальное творчество народа. Правильно, молодец. А по литературе вы проходили устное народное творчество. Что это? Абдурагимова? Устное народное творчество – это произведения, которые сочинил народ. Они передавались из уст в уста. Правильно. А что можно еще туда отнести? Это сказки, былины, сказания, загадки, песни, пословицы и поговорки. Молодец. Ребята, давайте сейчас мы послушаем фрагмент лезгинской народной мелодии. Звучание каких музыкальных инструментов вы услышали? Кто скажет? Ферзилаева? Кеманчат. Громче? Кеманчат. Правильно. Абдурагимов? Барабан. Правильно. Аскерова? Свирель. Правильно. Алимова? Национальный гармонь. Правильно. Бейбалаев? Тар. Правильно. Мы услышали народные дагестанские инструменты. А теперь, ребята, обратите внимание на этот стол. Что мы видим? Музыкальные инструменты. А как вы думаете, какова тема сегодняшнего нашего урока? Аскерова? Тема нашего урока – музыкальные инструменты. Правильно. Сегодня мы будем изучать тему музыкальные инструменты. Ребята, дома вы должны были сделать небольшое сообщение о ваших любимых музыкальных инструментах и нарисовать их. Все выполнили? Да. Пожалуйста, ребята, с первого ряда выходите с вашими рисунками к доске. Молодцы, ребята. Очень красивые рисунки. А сможете вы назвать название этих инструментов? Скрипка. Домра. Правильно. Гитара. Пень. Балалайка. Гусли. Арфа. Гусли. Правильно. Так, а теперь закрепите их, рисунки ваши к доске. Пожалуйста, вы тоже выходите к доске. Пожалуйста, назовите ваши инструменты. Аккордеон. Тар. Гитара. Рояль. Барабан. Гитара. Барабан. Молодцы. Очень красивые рисунки. Пожалуйста, закрепите к доске. Кто хочет рассказать об инструменте, который вы нарисовали? Так, Аскерова, пожалуйста. Я хочу рассказать про домра. Домра – это русский, украинский, белорусский народный струнно-шипковый музыкальный инструмент. Домра имеет корпус полусферической формы. Звук струн производится при помощи медиатора. Существует два вида домр. Это трехструнная домра с квартовым строем, которая широко используется в России, и четырехструнная гитара, которая используется в Беларуси и на Украине. Правильно, молодец. Садись.
Балалайка – это струнно-шипковый русский народный музыкальный инструмент. Балалайка от русского языка означает слово «балакать», то есть быстро говорить. У балалайки есть свой профессиональный праздник. Он отмечается ежегодно, 23 июня. Балалайке самый большой памятник поставлен в Хабаровске. 12-метровые балалайки украшают Амурский бульвар города. В 2008 году балалайке исполнилось 320 лет, а в 2020 году ему исполнилось 332 года. Молодец, садись. Гусли. Гусли – это русский народный струнно-шипковый музыкальный инструмент. Название, которое встречается с XI века, могло относиться к различным музыкальным инструментам. Ныне гуслями чаще всего называют струнно-шипковый музыкальный инструмент трапециевидной формы, типа цитры. Музыкантов, которые играют на этих гуслях, называют гуслярами. Молодец, садись. Рояль. Рояль – это струнно-клавишный музыкальный инструмент. Он известен миру более 300 лет, но до сих пор актуален. До появления рояля существовали другие виды струнно-клавишных инструментов, такие как клавесин и клавикорд. Механизм звукоисчисления рояля состоит из струн и молоточков. Молодец. Бебалаев, пожалуйста. Тар. Тар – это струнно-шипковый народный музыкальный инструмент. Точное место изобретения этого инструмента неизвестно, предположительно на территории Персидской империи. Распространен в Азербайджане, Армении, Афганистане, Иране, Ираке, Турции, Таджикистане, Узбекистане, в странах Ближнего Востока, а также на юге России. А еще я умею играть на этом музыкальном инструменте. И если вы разрешите, я сыграю одну лезгинскую народную мелодию. Да, пожалуйста. Таких, которые умеют играть на таких народных инструментах. Хочу особо поблагодарить тебя, Бебалаев, молодец. Ребята, музыка не всегда была такой, какой мы слышим ее сейчас. Много тысяч лет прошло, прежде чем появились современные песни. Мир, в котором мы живем, полон всевозможных звуков. Шелест листьев, раскаты грома, пение птиц, шум морского прибоя, свист ветра. А давайте, ребята, сейчас послушаем этих звуков. Эти звуки еще услышал древний человек. Он даже смог их воспроизвести, чтобы приманивать птиц и животных. В незапамятные времена человек понял, что звуки бывают разные.
высокие и низкие, короткие и длинные, приглушенные и громкие. Но лишь когда он стал организовывать их, чтобы выразить в них свои мысли и чувства, возникла музыка. Не бывает музыки без музыкантов. Не существует ее без музыкальных инструментов. Первые музыкальные инструменты появились лишь за 13 тысяч лет до нашей эры. Как вы думаете, каким был самый первый музыкальный инструмент? Кто знает? Бабаева? Ударный. Ну, правильно, ударные инструменты были самыми первыми музыкальными инструментами. А затем появились духовые инструменты. А позже всех появились струнные инструменты. Сегодня мы поговорим именно о струнных инструментах. Ребята, прежде чем я буду говорить о струнных инструментах, я предлагаю вам провести физминутку. Готовы? Да. Итак, приняли ровную установку, спина прямая, руки расслаблены на коленях, ноги стоят ровно. А теперь вдыхаем, а теперь подышим. Вдыхаем через нос беззвучно, выдыхаем через рот. Повторяем 3 раза. И еще раз. И последний раз. Молодцы. А теперь давайте разогреем наши связочки. Споем гамму. До мажор. Готовы? Да. И теперь тянем звуки. Молодцы! После проведенной физминутки смело можно приступить к исполнению песни. Давайте споем нашу лезгинскую народную песню. Называется «Ай Алагызли».
Давайте сейчас послушаем музыкальный фрагмент. Звучание каких музыкальных инструментов вы услышали? Алимо? Струнно-смычковых инструментов. Правильно, струнно-смычковых инструментов. Внимательно слушайте эти слова. Струнно-смычковые инструменты. Почему так называется эта группа? Кто скажет? Бейбалаев? Потому что играют при помощи смычка. Правильно. Звук на этих инструментах воспроизводится с помощью смычка. Что из себя представляет смычок? Смычок – это деревянная упругая трость, которая натянута пучок конских волос. Вот смотрите, это деревянная трость, натянута пучок конских волос. Исполнитель во время игры с помощью смычка воспроизводит звук. А какие инструменты вы знаете струнно-смычковые? Сеферова? Виолончель. Правильно. Еще кто? Кто еще знает? Аскерова? Контрабас. Контрабас. Бабаева? Скрипка. Скрипка, да, правильно. Еще? Ферзеваева? Нет, это не струнно-смычковый инструмент. Наш народный. Это русский народный инструмент, струнно-щипковый инструмент. А струнно-смычковый, еще кто знает? Абдурагимов? Альт. Правильно, альт. Так, ребята, вот этот рисунок скрипки. Скрипка и самый маленький инструмент среди струнно-смычковых инструментов скрипичного семейства. Как все струнно-смычковые инструменты скрипичного семейства, скрипка имеет 4 струны. Так, второй инструмент, который я буду вам рассказывать, это альт. Чтобы вы видели разницу между скрипкой и альтом, я сделал такой рисунок специально, чтобы вы увидели разницу только в размере. Альт чуть-чуть больше, чем скрипка, но выглядит совершенно одинаково и звучит чуть-чуть по-другому. Держится как и скрипка на плече, а так разница только чуть-чуть больше по размеру. Итак, третий инструмент, который я вам буду рассказывать, это виолончель. Очень похож на скрипку и альт. Только исполнитель во время игры его ставит вертикально на металлический шпиль, который упирает в пол. Еще исполнитель играет на нем сидя, только сидя. Тоже имеет 4 струны. И последний наш инструмент это контрабас. Самый большой среди скрипичного семейства музыкальный инструмент. Тоже его исполнитель играет на нем, держит его вертикально. Исполнитель играет на нем либо сидя, либо стоя на ногах.
А сидя, когда он играет, он должен сесть на специальном стуле. Ребята, сейчас мы с вами сыграем в одну игру. Разгадаем слова кроссворда. Для этого я вам предлагаю разделить класс на две команды. Пускай это будет первая команда, второй ряд, вторая команда. Кто ответит правильно, эта команда получает желтые смайлики. Какая команда наберет больше смайликов, эта команда и выигрывает. Вы готовы? Да. Поехали. Итак, первый вопрос. Горизонтально мы видим. Слушайте внимательно. Большой коллектив музыкантов, играющих вместе на разных музыкальных инструментах. Так, вторая команда, первая победа. Оркестр. Правильно, оркестр. Итак, второй вопрос. Руководитель хора или оркестра? Так, первая команда. Диез. Руководитель хора или оркестра? Так, вторая. Как? Дирижер. Итак, третий вопрос. Знак повышения музыкального звука. Так, первое. Диез. Диез. Правильно. Итак, четвертый вопрос. Жанр военной песни. Вторая команда. Жанр военной песни. Так, Марш. марш. Правильно. Итак, следующий вопрос, пятый. Что есть у рояля, у скрипки и балалайки? Пожалуйста, первая команда. Струны. Правильно, струна. Итак, последний наш вопрос. 7 ребят на лесенке заиграли песенки. Первая команда. Ноты. Правильно, ноты. Итак, все клетки заполнены. Так. Ничья пружина захватывала шикарно. У вас 3, у нас 3. Мне кажется, что выиграли дружбу. Молодцы, ребята. Наш урок мы посвятили музыкальным инструментам. И нельзя вспомнить тех, кто написал музыку для этих инструментов. Давайте вспомним наших дагестанских композиторов. Кого вы знаете? Бабаева. Кахриман Ибрагимов. Правильно. Бейбалаев. Готфрид Касанов. Правильно. Это основоположник дагестанской профессиональной музыкальной культуры. Является основоположником. Так, Ферзилаева. Мурат Кашлаев. Правильно. Еще кто знает? Алимова. Генрих Гасанов. Правильно. Так, давайте вспомним. Знаете ли вы композиторов из нашего района? Алимова. Абдулмуталибова Маина Саидовна. Правильно. Абдулмуталибова Маина Саидовна. А давайте мы вспомним композиторов зарубежных и наших российских. Известных композиторов. Так, Сеферова. Петр Ильич Чайковский. Правильно, это русский композитор. Так, Ферзилаева. Антонио Вивальди. Правильно, Антонио Вивальди. Так, Абдурагимова.
Иоганн Себастьян Бах. Себастьян Бах. Правильно, молодец. Так, пожалуйста. Вольфганг Моцарт. Правильно, Моцарт. Моцарт. Отдельно. Молодцы, ребята. Ребята, что для вас было необычным и новым? Алимо, Мы узнали о новых музыкальных инструментах. в чем испытывали вы затруднения? Бабаева? Отличие музыкальных инструментов друг от друга. Понятно. А что больше всего вам понравилось? Что больше всего вам понравилось? Пожалуйста. Игра в кроссворд. Игра в кроссворд, да? А музыкальные инструменты? Ну, это тоже. Понятно. Спасибо. Так, ребята, задание на дом. Ознакомьтесь со статьей «Струнно-смычковые инструменты». И сделайте мне рисунок, который вам больше всего понравился. Так, хочу поблагодарить вас всех за активное участие, а также хочу поблагодарить наших гостей за участие в нашем открытом уроке. Спасибо вам. Çünkü Ağustos Kızbari общеобразовательной школы здесь Атанова, Ачуфтас, Хиклет Хозота, Максим Абдулазизовича. Лухун Лазимя, Тас Хуни Хайда, Салхади оформленного наглядной агитации, плакатар, нотный плакатар, верующий, Хайдат Куа, музыканың тәсініз ұқшаты, имсалады. Қайлат задухусна ұзын. Максим Джихил, специалист ятани, старательный исайяма. Андырке виши ганва тас аяларис, задухушеда виши свяқасва келима düz казагағады, хаса yoldu. Но аяла чебни, ихти старательный аялара вайна, Aylar biz kısan işte gol sardım vazman bile, çüle ne kıya bakalım bile, Allah bizde malinlik ne bakalım. No zaten külükte işte ama ba, no şuna yine çok ortada jenası bir şeyler oldu. Gördüm şuna çi çalak halva düşün. No zaten medika aylar kılıçlı bile tuzu atas, dizgidol tuhanan zıçır halda zaten bile gelen kısancıda. İyi olak şuna upuskas var, bir şeyler iyi olak şuna Öyle bunu bazıva ama şkollarımızın Finlandiya'da heyetli tarkan var diye. Zaten halde ile buluştu ki arada var sana İbn arada koda Allah hele minallah Çin hasa şey klasta var ayoldu handas holdi manidi hasa manidi toaçı kadında. Hasa şey dostandı kompozitörün sanki toaçı kadında. Hamurka şey Lizgiyer himboleta, ama milletar himboleta, hamurun ismi Allah ne kandı. No instrument kene müzikal instrument ke tema ham kene tersinindi. No ham ahvatitlik azvate instrumental virus sanal. Не только со струной смычковая, а чахмахана, далдамхана, микро инструментальная ahvatitlik azvate. Максимально музыкальная школа malini. Уж Жил мәлімет әне, Аллах тәлімі. Жезва райондық әневер мәлікатан ішті Аксрадия. Республикада, сашмудисіз парияр фена, республикада, Дебен шехерда, фена, айларда конкурсы iştirakına çıkıyor bunaktan var. Yine de kalıp mahkeme maksimos. Создавают кизмоза рослори хазмаре в школе. Hamisha чирионда калефиза художественное деятельство, творчество дрека айлар лапулюкадя. Сон ishtirak дарена айлар школа. Hakina сомнение очень и школда дарена айлар вадихти музыкальный река. Çok soluz gazı maksimalen dizesek son Allah'na son ters led хона. Satmıyor o ne var mı? Cehi учителя lig. No будущем надо определять активно. Жихтешip ker. Güzel bir gelmişken personu sonra muzikal instrumentler ko zabri история ko значение ko tanışan aylar похвально. Ахпа естественно человек сопты их колахла тариф рухто до каса жихтешip ker Allah'ın konuşuda
ино гамма до можаре автуда максималимде малацилу да очера айыл слух развивать на костюмел но понотам янас гамма понотам düz ханочерко ахпахти колах балахну года и музыкальный слух развивать на года айылре ахпа и маца против ташика кона и зарубежный композитор дара рухту Чайковского на тоже маленькая ошибка их был гангод их значение все придет. А так, в общем, максимально чувствовал гол наркой, чувствовал школу здесь, генне, ке гол наркой музыка, генен мазат, граждан, хозяек малин лавол, лезги чалаз, лезги дол тхунис, лезги манерис, за фикер ган может кне. Учила так лахта чирьон, де чихол, десят примет кузар, чирхан гол. Чувствовал. Hürmetli kolegalar, zırne ihtiyan sağlıkçı ihtiyalı tezgahı çok sağ olun. Başkan işte максимально дез именно учен декет тевди тасунje сазурхан варде чаза инал верида законума учен düz kayda di гала во приветствие физа кайда вери и наглядно борчадас долцин инструментер чпишкила и ayolruba опрос вери их ответ har час ига gelmişken сят şey коллегаларым лахавол но час лезги долди рахани хета тасуни германи хакол хар бигелmiş задимо лезги чехол ди инструментер ка зефер хата хакол хан зачет ксон подать и на струны смычковый инструментер тарар он час гзор только и че обрухнула ди чехол ди инструмент кеменчалыз инструменты тар ona genel kısımlardan ama diyorlar işte Çehi aşık katuşa no işte Allah rıza kaçtı aşık yer Allah tar jeda di mo hakma ika lazım şani ruskiligna ham qeda sefer dematika tekrar jeda vol haqayda di txuzaçna txuzkechnan har txuzade tarsa им тарс уче полноценный тарс лахата жез ахти самашла шах новач верила кусанхана ика бигелмиш да тарса как сара максимально вера аккуратно хонотаска человек наглядно работает айла они послушно были вир кусанхан вот аккуратно вот соз именно к ней и музыкальный инструмент тарга который сейчас применяется очень мало имеется мысль инструмент они к ней хорошо владеют инструментом в общем вот вир кусанхан нормально Сахуйки, вирибри, атана штрак вода турсуни. Kızıbek mani küç on sara. İyi Allah bunlarını kük mektodi xamadiyor. Çoğu sahuyki. Thank you.